Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – жанры инструментальной музыки. Сегодня мы узнаем о камерных жанрах инструментальной музыки. Сравним прелюдии, этюды, созданные композитором в разные исторические эпохи. На прошлом занятии мы познакомились с произведениями Франца Шуберта, замечательными образцами камерной вокальной музыки. На этом уроке мы сосредоточимся на музыке инструментальной. Уже из названия понятно, что исполняется она на музыкальных инструментах без участия человеческого голоса. Этюды, прелюдия, фуги и транскрипции, сонаты и произведения других музыкальных жанров составляют золотой фонд камерной инструментальной музыки. С некоторыми из них мы познакомимся подробнее. Прелюдии изначально возникли как небольшие пьесы вступительного характера, предваряющие более сложные произведения. Во времена Иоганна Себастьяна Баха прелюдии были скромным вступлением к важной и многоголосной фуге. Получался небольшой цикл, состоящий из двух частей. Свободная, часто импровизационного характера, прелюдия и строгая, написанная по всем правилам полифонии фуга. Хотя у того же Баха есть прелюдии значительные и по размерам, и по внутреннему содержанию. Но на то она и была свободным жанром, чтобы каждый композитор обращался с прелюдией на свой вкус. Известная прелюдия Баха «До мажор» предваряет собой фугу не только в своей же тональности, она открывает целый сборник таких циклов. Хорошо темперированный клавир. Этим словом клавир в XVIII веке называли целое семейство клавишных инструментов, куда входили клавесин, клавикорд и некоторые другие. Создание этого сборника связано с настоящей революцией в музыкальном искусстве. Дело в том, что принятый и в то время способ настройки инструмента был несовершенен. Музыка в тональностях с большим количеством знаков звучала, мягко говоря, фальшиво. Сразу несколько современников Баха пытались решить эту проблему. Они предложили выровнять интервалы между отдельными тонами и назвали этот способ настройки равномерной темперацией. Но скептики недоумевали, зачем это все нужно, если в музыке для таких инструментов все равно не существует. Именно тогда Бах создал свой первый том хорошо темперированного клавира. В нем 24 прелюдии и фуги. Именно столько мажорных и минорных тональностей можно построить от всех ступеней хроматического звукоряда. Опыт оказался настолько успешным, что через 20 лет Бах снова вернулся к этой идее и сочинил еще 24 прелюдии и фуги для второго тома хорошо темперированного клавира. Это число 24 впоследствии очень полюбилось музыкантам. Величайший композитор XX века Дмитрий Шостакович тоже создал цикл из 24 прелюдий и фуг. Хотя, конечно, его прелюдии и фуги рассчитаны уже на старинный клавир, а не на возможности современного фортепиано. Одну из разновидностей фортепиано рояль не случайно называют королевским. Появление инструмента с такими богатыми исполнительскими возможностями кардинально изменило весь ход музыкальной истории. Именно для него создана, пожалуй, самая многочисленная и разнообразная литература. Правда, многие произведения являются совсем небольшими и относятся к разряду фортепианных миниатюр. Чтобы сочинить или исполнить такую миниатюру, подчас необходимо быть настоящим большим музыкантом. Мастер фортепианной миниатюры, польский композитор Фредерик Шопен, сочинил вальсы, мазурки, полонезы. Создал он и цикл прелюдий для фортепиано. В него вошли 24 прелюдии, только прелюдии, никаких фуг. Но как же так, спросите вы, ведь прелюдия – это пьеса вступительного характера. Да, начиная с XIX века композиторы стали трактовать этот жанр еще свободнее. Музыкальные миниатюры романтиков словно наброски, случайные листки из альбома, которые позволяют слушателям самим додумать, какое глубокое содержание они могли бы предварять.
Вслед за Шопеном идею сочинения циклов, состоящих из одних прелюдий, подхватили и другие композиторы. Юные музыканты учатся фортепианному искусству на прелюдиях Дмитрия Борисовича Кабалевского, а концертирующие пианисты с удовольствием играют прелюдии Александра Николаевича Скрябина. Великолепные прелюдии создал величайший пианист XX века Сергей Васильевич Рахманинов. Его прелюдия до диез минор поражает своей мощью, исключительной техникой, необходимой для ее исполнения. Будучи блестящим пианистом, Сергей Рахманинов прекрасно чувствовал возможности фортепиано.
Технически сложные пассажи превращались в его руках в живописные краски, а сами фортепианные миниатюры звучали как художественные полотна. Не случайно в творчестве Рахманинова появляется такой жанр, как этюды-картины. В этом названии «этюд-картина» отражена эволюция другого инструментального жанра – этюда. Когда на смену клавиру пришла современная фортепиано, то композиторы обнаружили множество новых, неслыханных дотоле исполнительских возможностей. Но для этого потребовалась и совершенно иная техника игры. Чтобы овладеть ею, композиторы стали создавать специальные пьесы, упражнения, этюды. Ученик Бетховена Карл Черни известен каждому юному пианисту, ведь по сборникам его этюдов выучилось не одно поколение музыкантов. Бесконечные трудные технические упражнения часто звучат в фильмах, когда хотят показать трудности музыкального обучения. На самом деле красивых художественно совершенных этюдов ничуть не меньше. Например, этюды Фредерика Шопена, один из которых прозвучал в начале нашего урока. Этюд был написан под впечатлением от революционных волнений в Варшаве и сегодня известен под названием «Революционный». Удивительно живописные музыкальные образы звучат в этюдах Ференца Листа. О феноменальной пианистической технике этого музыканта ходили легенды. При этом совершенно технических приемов он всегда умел подчинить художественной задаче создания музыкального образа. Его этюды носят запоминающиеся образные названия «Героика», «Дикая охота», «Блуждающие огни», «Метель». Эти этюды были такими яркими и виртуозными, что из скромных музыкальных классов шагнули на большую сцену. Домашнее упражнение для развития пальцев стало эффектной концертной пьесой, поражающей публику совершенством технической формы и художественной изобретательностью. Богатые возможности фортепиано и феноменальные пианистические техники Листа подсказали ему новые направления для творчества. Далеко не в каждом городе публика могла услышать симфонию Бетховена. Просто потому, что не везде были симфонические оркестры. На времена Листа еще не существовало ни радио, ни тем более телевидения или интернета. Композитора вдохновляла идея просветительства. Он хотел с помощью своих транскрипций и приложений познакомить как можно больше слушателей шедеврами симфонической, оперной и вокальной музыки. При этом его фортепианные произведения за счет сложной фактуры, новых придуманных им исполнительских приемов, звучали почти столь же полнозвучно, как настоящий оркестр. Помимо симфонии, его также привлекали вокальные сочинения. Он создал транскрипции баллады Шуберта «Лесной царь», его песен «Форель», «Аве Мария» и других. Многие его находки предвосхитили фортепианную технику композиторов-импрессионистов.
На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.